Так, уважаемые коллеги, значит, я хотела бы, во-первых, поблагодарить группу наших гостей-философов, которые вчера очень подробно и очень интересно говорили нам о вещах, может быть, нам, так сказать, менее знакомых, и старались нас вразумить и посмотреть на наш предмет с другой точки зрения. За это им большое спасибо. Но я думаю, что сегодня мы, может быть, тоже дадим, так сказать, повод для размышления и для обобщения, который в будущем поможет нам сблизиться. И второе, моя работа, то есть мой доклад, звучал, в общем-то, совсем узко. Концертный жанр в творчестве Николая Савельевича Берестова. Вот, композитора, нашего современника, нашего коллеги, вот, который здесь скоро будет присутствовать, я так думаю. Вот, но поскольку, так сказать, мое выступление первое, то я немножко, чуть-чуть некоторый экскурс сделаю в область развития профессиональной музыки. Вы знаете, что по современным понятиям, по понятиям современных теоретиков, искусство рассматривается как искусство верха, низа и даже промежуточный, как бы третий слой. Это совсем не значит, что искусство верха лучше, а искусство низа хуже, или то, что они не имеют точек соприкосновения или переплетения, но тем не менее, речь идет о том, что искусство верха составляет музыка академическая, профессиональная. Вот об этом я немножечко хотела бы и сказать на примере якутской профессиональной музыки. Музыкальное искусство, как любое явление действительности и продукт человеческой деятельности, подвергается закономерному и качественному изменению. Одним из характерных признаков этого изменения является единство противоречивостей. С этой точки зрения якутское профессиональное искусство составляет существенный контраст с самим фактом своего рождения. Оно находилось в колыбели в тот период, когда музыка Западной Европы и России уже отложила мощные пласты крупнейших музыкальных эпох в искусстве – Ренессанса, барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма. Она пережила такие направления стиля, как модернизм и авангардизм. И вот в то время, когда усталая Европа боролась с различными измами, так сказать, когда переплетались течения и стили, когда в России развернулась борьба с формалистическими явлениями и их последствия, вы знаете, вот в это время в Якутии все только зарождалось. Первым произведением как бы классического профессионального искусства считают произведение из якутских легенд Николая Пейко. Родилось оно после посещения Якутии вместе с музыковедом Штейманом. Это произведение родилось в 1939 году и исполнено было в 1940. Это произведение – первый пример симфонической музыки, в котором господствовал цитатный метод претворения и которое было написано по мотивам Аланхо. Огромную торную дорогу профессиональному искусству и о сближении, и к сближению русской академической культуры и якутской культуры проложил Марк Николаевич Жирков, вот это имя композитора, которое носит наше училище. Именно Марк Николаевич Жирков стал тем посредником, который соединил традиции европейской музыки с музыкой Якутии. Нельзя сказать, что процесс был вот однозначным. Вот у нас ничего не было, а, предположим, там в России и Европе все было уже прекрасно развито и разработано. Нет, существовал очень мощный пласт национальной культуры. И вот 20 век, информационный век, как вы знаете, он как бы стал открытием с обеих сторон. Мир открыл для себя музыку народа Саха. А народ Саха, то есть музыка профессиональная, открыла для себя европейские формы развития. Большое значение играет 1944 год в становлении профессиональной музыки. Именно в этом году группа якутских представителей культуры, который возглавил Жирков, поехала в Москву. Они повезли с собой очень солидный багаж. Прежде всего, это были сказки, былины,
мифы, сюжеты Алан Хо. То есть это были темы, великолепные, новые, красивые, изумительные темы, которых еще не знали в Москве. Они повезли с собой и музыкальный материал, то есть те нотированные образцы, которые удалось к тому времени записать из народной музыки. И, конечно, очень многие композиторы Москвы заинтересовались этой и тематикой, и заинтересовались этим интонационным материалом. И родились произведения таких композиторов, как Летинского, Розы Ром, Гамбурга, Салимана Владимирова, Крейна. Можно назвать еще имена Кондратьева, Гамбурга, Мазаева и других русских композиторов. И вот здесь начинается как бы первый этап развития жанров. Первые жанры профессиональной музыки были инструментальные пьесы в основном. Но были они, нужно сказать, для разных инструментов. Для скрипки, для виолончели, для фортепиано, для духовых инструментов. И, к сожалению, большая часть из них как бы, ну так сказать, легла, можно сказать, мертвым капиталом, и сейчас эти образцы хранятся в библиотеке, в Национальной библиотеке, но настоящей художественной ценности они как бы на тот период времени не представляли. Почему? Потому что более крупные жанры и более значительные шаги как бы были совершены в области профессиональной музыки. Я говорю прежде всего о рождении двух крупных сценических произведений. Это оперы «Нюргун Боутур» и еще одной оперы «Сыгый Коренастыр» и двух балетов «Полевой цветок» и «Аленький платочек», которые были написаны в содружестве композиторами Летинским и Жирковым. И вот это рождение вот этих крупных жанров, оно на долгие годы как бы повлияло в плане выбора жанровых направлений в искусстве. Хотя всегда большую конкуренцию сценическим жанрам составляла песня. Массовая песня, хоровая песня и вообще отдельные вокальные сочинения. Следует сказать, что всплеск всей жанровой сферы, он произошел благодаря композитору Гранту Арамовичу Григоряну, который работал у нас в конце 50-х, в начале 60-х годов. Собственно, ему мы обязаны и рождением теоретического отделения, ему мы обязаны и рождением первых композиторов, хотя таких вот существенных итогов в его преподавательской деятельности в плане композиции не было обнаружено сразу, а опосредованно они все-таки были совершены. Он внес свою лепту и в оперу, и в балет. Он создал оперетту, концерт, инструментальные, симфонические пьесы, песни. Вот именно Григорян создал первое в Якутии концертное произведение, импровизацию и танец для симфонического оркестра, который можно считать предтеча инструментального концерта. Вот. Ну и, конечно, он же создал первый в истории профессиональной музыки концерт для скрипки с оркестром «Соль-мажор». Вот. Более скромным вкладом оказался вклад Николая Ивановича Бажова в связи с тем, что он очень рано погиб. Но и он тоже внес свой вклад, и в частности он создал тоже произведение, которое впоследствии стали считать произведением концертного жанра. Это фантазию для фортепиано с оркестром на якутские темы. Вот. Был ли наш процесс гладким и закономерным, и постоянно, и плавным? Нет. Очень большое отставание в развитии профессиональной культуры произошло потому, что кадровая политика была недостаточно продуманной. Вот. И момент создания композиторских кадров очень поздно, в частности, открылось профессиональное музыкальное заведение, такое как наше училище. Оно открылось только в 1948 году, тогда как в других регионах вот, с идентичной такой историей развития эти учебные заведения появились намного раньше. В 1944 году появилась школа, в 1948 году появилось музыкальное училище. Вот выучить композитора труд нелегкий. Он занимает не одно десятилетие, потому что просто
просто подготовка музыканта занимает от 9 до 15 до 16 лет. Композитор проходит путь еще более долгий. Вот поэтому были взлеты, были падения. И вот уже начиная с 60-х годов, когда в нашу республику приехали и стабильно стали работать композиторы Герман Комраков, Николай Берестов, Валерий Кац, впоследствии присоединился Захар Степанов, уже с этого времени можно говорить о том, что началось зарождение профессиональной композиторской школы. И, естественно, жанровая палитра намного увеличилась. Я не хочу заниматься сейчас простым перечислением, оно есть в учебниках, оно есть в книгах. Просто хочу сказать, что практически во всех жанрах были созданы значительные произведения. Но, скажем, вот 60-е, 70-е годы считают всплеском развития симфонического жанра, таких отдельных его видов, как увертюра, поэма, сюита. Вот особенно Захар Константинович Степанов приложил большие усилия в развитии этого жанра. Прекрасные образцы хоровой ораториальной музыки в эти годы, песни, всегда развивались песни. И, конечно, жанр оперы тоже никогда не был забыт. Но здесь есть одно «но». Дело в том, что, конечно, советский период, он диктовал свою определенную тематику. И мы можем сейчас сказать, да, наши композиторы также откликались на эту тему, они писали, как сейчас говорят, ура, патриотические песни, они писали песни и о партии, и о Ленине, и они писали оперы на революционный сюжет. И именно эти произведения, они составляли большую ценность. Ну, например, вот опера Литинского «Красный шаман», опера Берестова «Неугасимое пламя», опера Комракова и Алексеева «Песня Манчары». То есть там хороший музыкальный материал. Но не повезло в этом плане произведениям. Почему? Потому что сейчас эта тематика не является столь злободневной и актуальной. Но, тем не менее, произведения остаются произведениями, и они отложили свой след в истории развития профессиональной музыки. Если говорить о 80-х и 90-х годах, то, мне кажется, здесь акцент несколько переместился в область инструментальной и, может быть, сольной вокальной музыки. Ну, во-первых, 18 июня 1979 года состоялось очень большое событие. Был открыт Союз композиторов Якутии. Возглавил его Николай Савельевич Берестов. И этот союз продолжает работать и по сегодняшний день. То есть вот эта официальная организация, она дала возможность для осуществления контактов между слушателями и композиторами. И поэтому фестивали, пленумы, концерты, съезды, они стали неотъемлемой частью работы композитора, а это всегда влечет за собой знакомство слушателей с новыми образцами музыки. Вот. Еще один фактор благоприятствовал тому, что произведения в те годы звучали, в частности, вот произведения сложные достаточно, скажем, Валерия Каца, произведения Владимира Васильевича Ксенофонтова, произведения впоследствии молодых композиторов. Это то, что существовал оркестр радио и телевидения под управлением Галины Михайловны Кривошапко, и существовал хор. И вот этот, ну, не назовем его придворным оркестром у композиторов, но он был, так сказать, неотъемлемой частью их деятельности. И вот тогда, именно в те годы, так сказать, золотой век исполнительского искусства, и в те годы музыка звучала с особым, может быть, энтузиазмом. Вот. Не потерялись наши композиторы в тяжелые 90-е и в начале нового столетия, не потерялись. Они все продолжают творить. И вот на сегодняшний день плеяда якутских композиторов, она и многосоставна по количеству членов, и она дает очень-очень интересные результаты. Вот вы вчера слышали в концерте буквально, просто каждый композитор несет свое знамя. Вот. И это знамя может быть и в области балета. Очень интересно развивается балет в последние годы. Причем он изменил свое направление, скажем, так сказать, сугубо академические балеты, такие как «Подвиг» Комракова, допустим. Вот они немножко отошли в сторону, появился этнобалет.
предположим, вот Владимира Васильевича Ксенофонтова «Бахсурую», появился очень интересный балет Захара Степанова «Ярхадана», который написан по мотивам юкагирских легенд. Появился балет «Атыр-Мунха. Большая рыбалка», но о нем я скажу ниже, Николая Савельевича Берестова. И опять-таки это связано с тем, что исполнитель востребовал эти произведения, а исполнителем стал Национальный театр танца. Вот так во взаимосвязи исполнителей и композиторов творчество все-таки продолжается. Но акцент свой я хотела бы сделать как бы на основном направлении сегодняшнего выступления. Это концерты именно Николая Савельевича Берестова. Но если говорить об экскурсии в область концертов, то помимо названных концертов Григоряна, помимо фантазии Бажова, вот, помимо импровизации Григоряна, можно назвать очень хороший, очень значимый, весомый образец концерта Комракова для фортепиано и симфонического оркестра «Фа диез минор», концертира для фортепиано и струнного оркестра Вишкарева Леонида Васильевича и, наконец, второй концерт Валерия Геннадьевича Каца. Вот этот концерт, я немножко, как бы, чуть-чуть подробнее остановлюсь, в этом концерте впервые в музыкальном плане были представлены образы Аланхо. И построен он по замыслу старинного концерта медленно-быстро, медленно-быстро. Именно вот эта трактовка жанровая и стилевая, она позволила отразить вот эту тематику. Концерт очень сложен по своему музыкальному языку, концерт неоднократно исполнялся, вот, и имел, в общем-то, большой успех. Первый концерт его – это консерваторский концерт, он как бы не связан с якутской тематикой, а второй именно вот этот. У Неустроева Егора тоже существует концерт для фортепиано с оркестром. Вот. Особую ветвь концертного жанра разрабатывает Владимир Васильевич Ксенофонтов. Его концерты получили название «Таюк». И «Таюк» – это здесь как и, так сказать, и жанр, и форма выражения, и «Таюк» – это в широком философском даже смысле слова. «Таюк» для скрипки с оркестром, существует как бы два варианта «Таюка» для скрипки с оркестром. «Таюк» для арфы, вот, концерт «Таюк» для меццо-сопрано «Матушка Вилюй» и женского хора, «Таюк» для хора и симфонического оркестра. То есть самые разнообразные варианты. Вот, и тоже ждут своего, может быть, исследования. Что касается Николая Савельевича Берестова, то его личные качества композитора, они, конечно, предопределяют обращение к этому жанру. Но прежде всего прекрасное знание симфонического оркестра. Вот позже я немножко буду говорить об его партитурах. Второе – это то, что у него такое существует всегда здоровое и такое неизгладимое любопытство ко всему новому, то есть к эксперименту, к тому, что можно еще как бы попробовать. Вот. Большой опыт в области разработки музыкального материала. Как полифонист, как композитор Николай Савельевич Берестов стоит на очень высокой ступени, так сказать, развития нашей профессиональной музыки. И вот все вот эти показатели, все вот эти вот качества позволили ему создать следующее произведение. Это концертную импровизацию в 1972 году для Хамуса и симфонического оркестра. Это совершенно оригинальное, новое в своем жанре произведение, где композитор скрещивает, в общем-то, бытовой инструмент хамус. Вот здесь вот идет как раз речь о пересечении различных видов искусства и симфонический оркестр. Все это делается осторожно, все это делается со вкусом и очень изобретательно, и в то же время это вот первая такая работа. Эта работа стала лауреатом конкурсов работ творческих союзов Якутии. В 1982 году был рожден концерт для трубы и симфонического оркестра. В 1984 году был рожден второй концерт, но уже буф для трубы, камерного оркестра и телефона. Вот. В 1994 году Николай Савельевич Берестов создал концерт для фортепиано и симфонического оркестра. К сожалению, он утерян, вот этот концерт, но он подлежит восстановлению, и мы, так сказать, имеем все основания надеяться, что он когда-то будет исполнен. Концерт для голоса, колоратурного сопрано и симфонического оркестра был создан в 1995 году. И концерт для оркестра якутских народных
инструментов. Вот, он был написан в 1996 году. В настоящее время готова вторая часть второго фортепианного концерта, но пока, так сказать, не существует общей партитуры всего концерта, поэтому как бы о концепциях, о направлении развития здесь немножечко говорить пока еще рано. И вот на примере концертов Николая Савельевича Берестова я бы хотела затронуть некоторые вопросы творческого процесса и некоторые вопросы стиля композитора, только очень некоторые. Ну, во-первых, о идее создания произведения. Композитор Дмитрий Смирнов пишет о тайнах творческого процесса следующее. Создание музыки начинается с зарождения и формирования музыкальной идеи. Идея может прийти неосознанно, и часто композитор получает ее в готовом виде, в результате так называемого вдохновения, как счастливую находку, как неожиданное озарение, как вспышку в мозгу во время прогулки, во время разговора с приятелем или в процессе свободной импровизации. И вот в этом смысле мне хотелось бы рассказать несколько предысторию рождения концерта «Буф» для трубы, камерного оркестра и телефона. Ну, каждому из нас знакомо состояние, когда вот мы занимаемся каким-то очень важным и нужным делом, и все время звонит телефон. Вот он позвонил раз, вот он позвонил два, вот он позвонил три, уже хочется бросить эту трубку и отключить этот телефон, в общем, и проклясть всех тех, кто звонит. Вот Николай Савельевич испытал это на своем опыте. И буквально в этот же день, в другой ситуации, уже в другой обстановке, его вдруг озарила мысль, а что если создать произведение, в котором вот этот момент будет обыгран? И так родился концерт «Шутка» для трубы, камерного оркестра и телефона. Дело в том, что вот в этом одночасном произведении существует все. Существует сонатная форма, существуют, так сказать, особые законы жанра, существует та виртуозность, которая составляет, в общем, сущность концертного жанра, но в то же время все время вклинивается в этот процесс музыкальный, вклинивается телефон, и исполнитель, он же артист, должен откликаться на этот разговор, настоящей разговорной речью. И вот здесь возникает новое явление, которое Холопова Валентина Николаевна называет разгерметизация жанра. Разгерметизация. То есть вот нет уже этого вакуума закрытого камерного произведения, а в него включаются, в данном случае, черты театральности. Этот концерт исполнялся. То есть человек должен говорить, двигаться, делать зарядку, потому что дело происходит утром, вот, так сказать, отвечать, разговаривать по телефону и еще в это время играть на трубе, готовиться к концерту. Вот это, что касается идеи этого произведения. Последний концерт – это концерт для оркестра якутских народных инструментов. Он тоже родился из одной идеи. Идея была такая: нужно было показать якутские ударные инструменты, которые составляют, вы знаете, так сказать, большую, значительную часть музыки, народной музыки. И вот те произведения, те инструменты, которые там участвуют, джага, тара, там, допустим, алахан, чердат, кюпсюр, дюнур и другие, они присутствуют, табык присутствует в этой партитуре. Но вот этот вот удар, он должен нести какой-то процесс. И Николай Савельевич озаряется идеей мунха, подледная рыбалка, когда нужно долбить лед, и это ведет за собой какие-то ритмические. Ну, а дальше дело мастера уже не боится, как говорится, да? Само дело, то есть дело мастера боится, и начинается процесс, когда идет раскручивание вот этой ритмической партитуры. 20 век – век ритма, мы знаем, да? И вот в связи с этим начинается развитие и аритмических каких-то моментов. Возникают рваные ритмы, возникают нерегулярные ритмы, возникают регулярные ритмы, возникает ритмическая там какая-то прогрессия, возникает ритмическая стената. То есть все варианты ритмического развития. Это
то, что уже сейчас можно говорить как бы в плане стиля. Вот. Но идея это была показать рыбалку. Мало того, там еще такое вот дуновение, дует поземка, жужжание, вот такое, мы все это слышим в инструментах, это называется, значит, микрополифония, вот в современной музыке, когда возникают вот такие вот сонорные поля, и слышится разговор мунха, 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 то есть передается вот это магическое для того периода времени слово. Одна идея породила за собой другую. Вот этот вот концерт для оркестра народных инструментов услышал балетмейстер Геннадий Байшев, и он сказал: все, делаем балет на этот сюжет. Делаем балет на этот сюжет. Конечно, музыка видоизменилась немножко, появились варианты подводного царства. Кто видел балет этот, это очень красиво и впечатляюще. Вот. И таким образом одна идея повлекла за собой уже рождение целого балета. Теперь, что касается непосредственно стилистических особенностей этого жанра, именно в творчестве Николая Савельевича Берестова. Когда мы слушаем произведения Берестова, возникает вопрос о так называемой синестезии, то есть о взаимодействии ощущений. Вот, предположим, мы слышим импровизацию для хомуса и симфонического оркестра, а возникает в это время зрительный ряд. Вот Нина Ивановна Головнева в книге о Николае Савельевиче Берестове прям пишет: «Встает солнце, возникает бледно-розовый рассвет», то есть краски мира расцветают в звуках. Вот это вот взаимодействие ощущений, оно как бы порождает вот такой особый эффект. А здесь же еще возникает и момент того, что мы слышим инструмент, необычный инструмент хомус. Вот начало импровизации для хомуса и симфонического оркестра я сейчас вам продемонстрирую. Каденция хомуса, она начинает. Очень осторожно рождается тема. Нужно не навредить инструменту, нужно его поддержать, так как в концертах такого плана, где солист и поддержка оркестра. А есть, вы знаете, другой план от концертов, когда симфоническое развитие идет. Рождение утра. Первые вспышки солнца. Вторая каденция хомуса.
торжествующий момент Джебо появилось солнце, Ра, это Ерила, Кюн, это вот волшебное, так сказать, светящееся существо, так назовем его одушевленно, которое составляет смысл вот этого рождения утром. Но Николай Савельич вообще, так сказать, мастер описания именно утренних пейзажей. Вот такие строки, например, как «Благословен и день забот благословен, и тьмы приход», для него, вероятно, не очень характерны, потому что практически все концерты, они основаны именно на рождении вот этих вот утренних образов. И здесь я бы еще сказала, это уже касается не только Николая Савельича Берестова, что вот такая тема, как орнитология в якутской музыке, тоже, наверное, уже становится темой исследования, потому что голоса птиц, ну вот то, что в Хамусе, допустим, дятел, кукушка, это уже кёрегей, это уже, так сказать, типичные варианты, но еще есть и гагара, еще есть и ворона, вот еще есть различные, так сказать. И вот вчера даже в пьесе «Лес» вы, конечно, слышали вот эти вот птичьи такие вот интонации, которые неотъемлемо связаны с моментом отображения природы, а природа это та часть, от которого как бы отталкиваются, ну, буквально все люди в своей деятельности, в том числе и композиторы. Теперь, что касается еще некоторых моментов стиля. Но прежде всего хотелось бы сказать, как в данном случае, какой момент стилистических явлений я имею в виду. Стиль музыки, пишет Михаил Кесаревич, исследователь, это выражение некоторого единства, охватывающее какое-то множество художественных явлений, произведения одного автора или разных авторов, включая вот совокупность отдельных произведений, относящихся либо к одному периоду, либо к одному жанру. Очень интересно, он трактует национальный стиль. Это форма выражения музыкально-образного содержания, отражающая мировосприятие, мироощущение, идеи эволюции, специфичные для определенной национальной культуры. Вот мы вчера, так сказать, слышали в докладе очень интересную мысль, эпическое мышление этноса, и вот как раз это имеет прямое отношение к этому вопросу. Вот. Но в то же время, пишет Михайлов, любой стиль не нечто абсолютное, он изменяется в соответствии с определенным кругом музыкальных явлений. И вот о некоторых буквальных чертах стиля. Но если говорить о формах, вот здесь вот уже к проблеме о новаторстве и традициях в творчестве, то, казалось бы, вот в творчестве Николая Савельича Береста форма неизыблена. Вот именно по его произведениям можно изучать классическую сонатную форму. Но насколько же множественно она выражается в его произведениях. Предположим, вот импровизация для Хамуса и симфонического оркестра, она написана в сонатной форме. Но сонатная форма это имеет огромное вступление. То есть в этом вступлении закладывается уже как бы жанр в жанре, вот, и это встречается очень часто. Если говорить о концерте для трубы и симфонического оркестра, то там третья часть, финальная, написана в сонатной форме, а первые две части, они представляют собой самостоятельные, как бы, ну, так сказать, саможивущие или саморазвивающиеся организмы. Саморазвивающиеся. Если говорить для голоса с оркестром, это одночасное произведение. Ну, как в старину сказали бы концерт-штюк, то есть как бы маленький, но это отнюдь не маленький концерт, это большое развернутое произведение, и основную смысловую нагрузку в нем получает главная партия, которая развивается и которая по своему развитию составляет масштабы, ну, практически целой части. Хотелось бы сказать об оркестровом стиле Берестова. Но вот вы сейчас слышали, что Николай Савельич не любит, вот если так говорить, извините, жаргонным языком, навороченных партитур. То есть, чтобы вот одно на другое накладывалось, развивалось, так сказать, сплеталось и вот составляло такую гнетущую плотную массу. Нет, у него, ну, супердышащие, я бы сказала, партитуры, да. Вот. Почему? Потому что он хорошо чувствует каждую группу симфонического оркестра, поддержки, так сказать, их самостоятельные линии, и они прозрачны. Вот даже если посмотреть чисто глазом, прозрачная партитура, очень прозрачная, акварельная. В связи с этим вот такой вот определенный вкус художественный, он диктует и различное отношение к мотивам, отношение к
разработки музыкального материала. Здесь я хотелось бы еще немножечко сказать о таком явлении, как жанр в жанре. Это очень используется широко в нашей музыкальной культуре, в частности, вот в профессиональных произведениях. Предположим, очень многие произведения описывают буквально эссэх. Вот прям праздник, вот от начала до конца, предположим, в опере встречается вот такой жанр в жанре. Вот. И если говорить о концертном жанре Берестова, то он использует практически все жанры народной музыки. Таюк, он использует чебыргах. Вот сегодня мы послушаем в концерте для трубы и симфонического оркестра. Он использует асухой. И в этом плане я хотела бы провести параллель. Вот что такое концерт? Ну, вообще на понятие концерт существует два взгляда. Одни считают, что это состязание, вот, так, то есть борьба и соперничество. Другой взгляд, что это все-таки согласие и гармония, соединение. Вот две трактовки от различных слов латинского и итальянского происхождения. Но вот, в творчестве Берестова можно свести унифицированно. Я бы сказала, что он проводит параллель. Что такое чебыргах? Это ведь тоже состязание. Это вот разговор, кто кого, извините, перетараторит, да? Вот кто кого переговорит. Что такое асухой танец? Это тоже состязание солиста и группы. И поэтому вот органично вливается вот концертный жанр и введение этих жанров в концерт в сам жанр, который предполагает и состязание, и соревнование, как бы и сочетание. Вот поэтому я бы даже свела, как бы, еще раз говорю, унифицированно, свела бы к одному понятию, что асухой, вот асухой в концерте Берестова, вот это, пожалуй, было бы, наверное, все. Но это было бы, может быть, грубо, очень узко. Вот послушайте, пожалуйста, сейчас, как средствами трубы отображается в первой части концерта для трубы и симфонического оркестра фа-мажор, отображается чебыргах. Сейчас небольшой вступительный раздел. Чуть-чуть дальше. Это вступление к разделу Аллегро. Чтобы время не тратить. Чуть-чуть раньше, извините. Сейчас подведет эта плавная тема нас к чебыргаку. Засурдиненная труба в оркестре передают вот этот вот. Вот таким образом. Значит, ну и еще один момент я хотела бы сказать, так сказать, о жизни произведений и немножечко о мотивном строении сочинений Берестова. Но жизнь они получили счастливую, потому что, например, концертная импровизация для Хамуса и симфонического оркестра в советском пространстве, она очень большие прошла маршруты и исполнялась во многих городах и всегда с большим успехом. Что касается концерта для трубы, он звучал тоже и в Екатеринбурге, и в Новосибирске, он звучал в Омске, он звучал
вот в Москве, и он звучал даже в Чехословакии в городе Брно. Кстати, вот исполнитель здесь, это исполнитель из Алма-Аты Юрий Клушкин. Вот в городе Брно под управлением Вронского, дирижера, концерт тоже поразил слушателей своей самобытностью и оригинальностью. Вот очень интересна судьба концерта для голоса с оркестром, который был написан в 1995 году. В 1999 году состоялся 3-й международный конкурс композиторов имени Прокофьева в Санкт-Петербурге, и, значит, композиторы под страшным секретом, под грифом «совершенно секретно» и не трогать, так сказать, и не прикасаться, не проводить никаких экспертиз, должны были послать свою партитуру только с девизом. Вот, девиз «Березка» был у Николая Савельевича Берестова. Концерт получили в Санкт-Петербурге, его там исполнили в концертном варианте, и концерт получил 3-ю международную премию. То есть вот этот успех был, конечно, совершенно заслуженным. Но нужно сказать, что он посвящался певице Альбине Борисовой, но ей так и не удалось пока исполнить вот это произведение, концерт для колоратурного сопрано. Вот, его исполняла Дамиля Махпирова, так сказать, гобойный вариант этого концерта, вот, но очень хороший музыкальный материал. И последнее, о чем я хочу сказать, это о мотивном, так сказать, о некоторых моментах мотивного развития в произведениях Николая Савельевича Берестова. Буквально вот на 3-4 примерах. Значит, вот как композитор в данном случае подходит к фольклорному музыкальному материалу. Если вот в первых произведениях вы слышали откровенная, допустим, цитата Джебуа, она во всех у нас, так сказать, произведениях звучит, вот эта цитата напева, начального напева, то уже впоследствии происходит несколько другой вариант. Я вам сейчас покажу. Унифицированный вариант напева Джебо. Это такой очень обобщенный. А вот теперь послушайте, пожалуйста, тему главной партии концерта для голоса с оркестром.
Вот каждый из нас приходит в этот мир со своим мироощущением, со своим мировосприятием. Вот мир Николая Савельевича Берестова – это мир оптимизма, это мир веры в действительность, в будущность и в будущее, в том числе и нашей профессиональной музыки. Спасибо. Так, большое спасибо, Зоя Иннокентьевна. Пожалуйста, вопросы. Зоя Иннокентьевна, есть? Так, ну, настолько, наверное, все понятно, что вопросов нет. Так, ну, вот относительно регламента, так, как-то вот очень неприятно, особенно когда речь идет о музыке, да, прервать это уж совсем, ну, просто ужасно было бы, да. Но я думаю, что вы преподаватели, у вас есть у каждого чувство времени, да, и я надеюсь, что в будущем, да. Ну, второй доклад, значит, Козловский Борис Николаевич «Особенности претворения национальных жанров и их образности в фортепианной музыке якутских композиторов». Пожалуйста. Название, которое произнес председатель, название рабочее, как и прочие рабочие названия, оно, естественно, потом может быть изменено. Сегодня я назвал бы свой доклад несколько иначе. Коллективный портрет якутской клаверной музыки. Я не буду употреблять слово фортепианный для краткости, клаверные привычны и короче. Я тоже благодарен философам, которые позволили вчера и мне, как моим коллегам, по-иному взглянуть на предмет, которым я занимаюсь довольно долго. Спасибо, потому что тот тон, тот язык, который был вчера в употреблении, уже позволил несколько иначе и сегодня подготовиться к выступлению, иначе выступать. Следствие по делу о музыке и философии продолжается. Сейчас я расскажу о якутской фортепианной музыке. Идея моего доклада будет, наверное, такой. Якутская клаверная музыка как отражение, как возможное зеркало якутской профессиональной музыки вообще. Побудило меня взяться за это две простых причины. По первому образованию пианист, и поэтому меня всегда интересовала клаверная музыка. Ну и вторая причина, у меня есть друзья-композиторы, которые эту музыку тоже пишут. И как и любым композиторам, очень интересно, что же думаю об их музыке мы, мои коллеги и я. Но вот сегодня они узнают, что они думают, по крайней мере, клаверной музыке. Якутская клаверная музыка оказалась в довольно интересном положении. С одной стороны, ее было кому сочинять, ее сочиняют. С другой стороны, вообще якутская профессиональная музыкальная культура не пошла по пути венгерскому, польскому или норвежскому, когда национальная классика создается прежде всего как классика клаверная. Русская, простите, якутская музыка избрала скорее русский путь, когда национальная классика создается как классика оперная и камерная вокальная. С одной стороны, это было благо, появились крупные формы, крупные жанры. А с другой стороны, несчастье, потому что она оказалась своеобразной падчерицей, такой золушкой, которая родилась не сразу и долгое время была ребенком робким и слегка забитым. Я предупреждаю, что когда я говорю о якутской клаверной музыке, я имею в виду творчество не вообще всех композиторов. Я не беру москвичей, тоже Ром, Гайгеру, Салиман Владимиров, Пейко. То есть не беру тех, кто не жил и не работал в Якутии. Я говорю только о тех, кто жил и работал в Якутии. Из композиторов прошлого, ныне отсутствующих либо вообще, либо здесь, в Якутии, я говорю лишь о тех, кто в этом жанре оставил более-менее заметный след. И поэтому, на мой взгляд, якутская клаверная музыка начинается с 1953 года, то есть с момента, когда недавно приехавший в Якутию композитор Григорян пишет свои вариации на якутские темы. Так что якутской клаверной музыке в этом году исполняется 50 лет, если в простые точки отсчета. Так. С одной стороны, практически все композиторы, жившие и работающие в Якутии, писали клаверную музыку. Возникает ощущение благополучия, все обращаются. С другой стороны, при ближайшем рассмотрении картина несколько меняется и становится не столь радостной. В 50-е годы занимается этим практически один Григорян. Я говорю о клаверной музыке и еще раз напоминаю, что не учитывается концертное произведение, написанное для фортепиано и оркестра любого рода, будь то концерты, рапсодии, фантазии и тому подобное. Так вот, в жанре клаверной музыки работает один Григорян.
В 60-е годы положение несколько меняется, но, опять же, относительно, поскольку лишь уже в последней трети 60-х годов появляется произведение Комракова, Каца и Вишкарева. И фактически в якутской клаверной музыке возникает большой временной разрыв, около 6-7 лет, что приводит к прерыванию традиции и, по сути, к ситуации, когда приходится начинать практически все заново. И настоящий всплеск интереса к клаверной музыке и появление, можно сказать, школы клаверной музыки возникает лишь в 70-е годы. Вообще 70-80-е годы – это самое благодарное, успешное время для якутской клаверной музыки. Тогда и начинает работать в этом жанре. Во-первых, продолжает работать Кац, начинает работать Николай Берестов, Захар Степанов. И, как ни странно, в эти же годы выходит один из лучших клаверных опусов композитора Вишкарева, который в предшествующие десятилетия в этом жанре не работал, я говорю, в 60-х годах. Так, еще более интенсивно обращается к этому жанру 80-е годы. Значит, здесь уже Берестов, Степанов. Появляются имена музыкантов, композиторов нового поколения, более младшего. Иванов, Ксенофонтов, Нестроев и Самойлов. В 90-е годы это спад. Очень немного композиторов пишут клаверную музыку, очень мало ее пишут. По сути, вот последние 2-3 года своеобразное возрождение, ренессанс. Итак, золотое время 80-е, 70-е годы. Теперь, с одной стороны, пишут все, то есть каждый хотя бы одним-двумя опусами отметился. С другой стороны, если посмотреть пристально на творчество каждого, то получается, что есть в Якутии композиторы фортепианные и не фортепианные. Я говорю не только о количестве, я говорю о том, что композитор может писать относительно немного, но достаточно полно самовыразиться художественно, эстетически в клаверной музыке. Так вот, и хотя, повторю, все хоть немножечко писали, но одни писали больше, другие меньше, одни выражали себя так, что по их клаверной музыке может состоять представление о круге интересов, образов, тем, сюжетов, переживаний композитора. Из таких я бы сразу выделил две фигуры. Не считая, естественно, композитора Григоряна, который достаточно полностью себя в клаверной музыке выразил. А в наше время из здравствующих композиторов это композиторы Берестов и Ксенофонтов. Не только достаточно ярко и полно выразившие себя в этой музыке, но и вообще работающие много. Кстати, в этом смысле продуктивность особенно усилилась в последние годы, и появляются новые яркие опусы. Назвать фортепианную композитором других я не решаюсь, хотя у них есть вещи фортепианные. Именно по той причине, что их мало, и они не полностью выражают творчество данного композитора. Чем объясняется такой всеобщий интерес к этой музыке среди якутских композиторов? Объясняется это личностью творцов и некоторыми особенностями появления, рождения якутской композиторской школы, так сказать, корпуса композиторского. Как известно, с начала XIX века европейское музыкальное образование, воспитание стало фортепиано-центричным. Как оно было скрипоцентричным в 18-17. То есть обучение музыканта, исполнителя, тем более композитора, предполагало хорошее владение фортепиано. Это было нормой. И кроме того, профессия композитора предполагала довольно раннее вхождение в музыкальное искусство, вообще в композиторское в частности. И вот здесь уже якутские фортепианные композиторы, буду теперь брать их в этом качестве, тоже показывают, так сказать, несколько отличные судьбы от того, как развивались карьеры знаменитых композиторов-пианистов. Дело в том, что, как правило, великая фортепианная музыка, известная нам со времен Гайдна, особенно Моцарта, до наших дней это музыка, создаваемая композиторами-пианистами. Моцарт, Бетховен, Мендельсон, Шуман, Шопен, Скрябин, Рахманинов и так далее, и так далее. Так вот, среди якутских композиторов, композиторов-пианистов очень мало. Кац, разумеется, Иванова, Вишкарев, хотя, как ни странно, мало сочинял. От чести Комраков. Вот, пожалуй, и весь набор композиторов-пианистов. Все остальные не пианисты не имели этого образования. Более того, все остальные композиторы довольно поздно пришли к музыке, особенно к композиторскому творчеству, и довольно поздно получили профессиональное образование. А если учесть, что обучение игре на фортепиано требует своего начала лет так в 6-7, потом трудно наверстать, то естественно, что многие якутские композиторы не получили той школы, которая нужна для работы в этом жанре. Это не исключение в мировой музыке. Достаточно вспомнить того же Берлиоза, или Глазунова, Стравинского, которые
прилично не играли на фортепиано. И поэтому либо не писали вообще такой музыки, либо писали ее мало, а если писали, то не в ней самовыражались, она была не самым ярким продуктом их творчества. Григорян приходит уже к такому серьезному творчеству уже в начале 4-го десятка, к клавирному творчеству. Скажем, Ксенофонтов, Берестов, Степанов, нет, Степанов, Берестов в начале уже 5-го десятка клавирной музыки приходит. В начале 4-го десятка к этой музыке приходит Ксенофонтов, Иванова, Сазонов, Самойлов. Это позднее обращение к жанру, как говорится, утеряно много для того, чтобы освоить хорошо инструмент. Вместе с тем, как ни парадоксально, это особенность якутской музыки, само вот это образование не предполагает непременного интереса высокого качества музыки. Ну, поясню, что, например, пианист, композитор Комараков довольно мало написал для фортепиано, относительно того, сколько писали другие. Валерий Кац тоже. Про Вишкарева уже говорил. Полина Иванова тоже, к сожалению. Вместе с тем, не пианисты, композиторы Берестов, Ксенофонтов написали очень много яркой, интересной музыки. Есть вот такое противоречие. Это одна причина. Другая причина, почему же не обращались. Я говорю, что русская, якутская музыка пошла по русской модели создания монументальных жанров. Они приносили быстрее музыканту известность, славу, признание. Они были не только более энергоемкими, они были, скажем так, более и финансово емкими. Лучше написать одну оперу, чем написать там кучу маленьких пьес, которые неизвестно кто исполнит. И если в Якутске был уже музыкально-драматический театр и радиооркестр, симфонический так, то корпуса крепких профессиональных пианистов долгое время не было. Были отдельные эпизодичные музыканты. По сути, они появляются лишь с конца 60-х, то в лицу тех же композиторов. А так в 70-е годы профессиональные пианисты. Вместе с тем, в той же Якутии 70-х годов возникает такой всплеск, бум, 60-х даже, музыкальное образование, сотни музыкальных школ, тысячи детишек, у которых дома фортепиано, которые могут играть. Вот. И поэтому фортепианная музыка Якутии изначально запрограммирована была неосознанно творцами на создание репертуара для обучения, для образования, для детей и подростков. И львиную часть составляет формально по названию или даже без названия именно эта музыка. Тут мы, как говорится, продолжили традиции германской музыки, Шумана, Мендельсона, а потом русской музыки, Чайковский и других. Так, теперь. Русская клавирная музыка прошла и несколько этапов развития. Я сейчас говорю не столько о качестве художественном, сколько о качестве, может быть, верно назвать его этническом. Итак, отец якутской музыки, армянин Григорян. Это первый этап, до его смерти в 1961 году. Надо отметить, что Григорян довольно четко ощутил особенность народа, с которым сблизился, приехав в Якутию, и не стал в свою музыку приносить, так сказать, южную, кавказскую страстность, темпераментность. Его лирика продолжала оставаться сдержанной. Надо отдать должное вот этой интуиции художника. Кстати, еще об этом. Когда я говорю якутские композиторы, якутская музыка, я имею в виду музыку композиторов, живущих, работающих в Якутии, независимо от их этнической принадлежности. Потому что если для нас люли это французский, а не итальянский композитор, Мендельсон немецкий, а не еврейский, то, соответственно, и все композиторы якутские. Так вот, итак, первый этап армянский, который привел к созданию любопытного коктейля музыкального, языкового, интернационного, армяно-якутского. Нигде, пожалуй, больше аналогов нет. Второй этап, условно говоря, русский. С момента, когда начинается творчество в конце 60-х годов Каца, Комракова и затем Берестова. И, наконец, с начала 73-го, пожалуй, года, когда появляется первый опус, уже известный нам, Захара Степанова, начинается, условно говоря, якутский период. Хотя в полной мере якутский период начался уже с начала 70-х, когда возникло целое поколение саха-композиторов. Ксенофонтов, Самойлов, Сазонов, Иванова и так далее. Это название условное, оно говорит лишь о этнической принадлежности творцов, но не о музыкальном содержании. Парадокс якутской музыки в том, что она действительно якутская. Объясню свое удивление. Казалось бы, поскольку начинали ее делать не этнические саха, а композиторы другого происхождения, она должна менять свой этнический облик. На самом деле это не происходило. Если мы поиграем, послушаем музыку композиторов якутских, армян, русских, евреев и так далее, мы поймем, что, в общем-то, она везде якутская, в большей или меньшей степени. Композиторы, приезжавшие в Якутию, приезжавшие по приглашению Министерства культуры, имели четко выраженный социальный заказ.
создавать якутскую музыку. Этот социальный заказ они честно выполняли. Они старались писать эту музыку, и она получалась таковой. Возможно, что музыка, созданная Армянином Григоряном, русскими, Камраковым, Кацем, Берестовым, якуту, Саха может показаться не якутской или недостаточно якутской. Допускаю. Но русскому она никогда не покажется русской, она покажется только якутской. И в этом смысле якутская клаверная музыка действительно отражала мироощущение, мировосприятие Саха. Более того, если учесть, что страна, в которой мы живем, я говорю Якутия, страна и полиэтническая, и полилингвистическая, здесь живет очень много этносов, из них два самых крупных – это славяне, это в основном русские, и Саха, то якутская клаверная музыка отражает, по сути, жизнь, быт, мир одного этноса, якутов, Саха. Там не присутствует славянское, русское начало. Там изредка присутствует начало юкагирское, эвенское, ивникийское и чукотское. Этих народов как бы нет. Причем это не злая воля кого-то, не установка, нет. Это вот осознанная потребность выразить, в том числе композиторов не Саха. В этом смысле началась якутская и продолжает таковой оставаться. Так, теперь, когда возникло уже новое поколение якутских композиторов с начала 80-х, то этим молодым, относительно молодым музыкантам было немного легче. Почему? Был колоссальный накопленный опыт, который они, так сказать, с достоинством разумно использовали. Теперь переходим вот к такому важному показателю богатства или бедности музыкальной культуры, как жанры, которые представляет якутская клаверная музыка. Приходится отметить, что, увы, жанровый спектр невелик. Из того обилия, что создана мировая музыка за ближайшие лет так 250-300, присутствует что? Ну, во-первых, выращенные романтиками миниатюры, обилие миниатюр, тотальное господство миниатюр в русской клаверной музыке. Маленькие пьесы, причем в основном программные пьесы, непрограммных пьес немного. Из этих маленьких пьес классических, традиционных, классико-романтических жанров тоже немного. Мы не встречаем здесь почти что этюдов, ноктюрнов, но исключение делается, пожалуй, для прелюдии. Не возникает своя интермеца, песни без слов, пожелтевшие страницы, листки из альбома. То есть есть миниатюры, но некие безымянные. Пока что своих эндемических жанров якутская музыка не выработала. Как, например, выработали их, скажем, чеки, создав польку, поляки, создав мазурку, итальянцы, создав сицилиану и так далее по названию. Дальше. Итак, предпочтение малых жанров, малого формата. Малый формат предполагает воплощение одного образа и, как правило, его показ, а не развитие, за редким исключением. То есть это уже определяет круг образов, многообразие, спектр. Так, дальше. К сожалению, практически не востребованы жанры баллады, рапсодии, поэмы, скерца, жанры мощные, крупные, жанры, требующие более сложных форм. Наконец, пасынком оказался жанр сонаты, жанр, в котором, конечно, можно сильно самовыразиться. Несколько сонатин. У Ивановой, у Самойлова, у Берестова, у Степанова. Одна соната у Ксенофонтова, и та, модернистская, в смысле листовская, одночасная соната. Кстати, я прошу прощения у господ композиторов, если я что-то забуду упомянуть. Дело в том, что якутские композиторы счастливые люди. Ну, счастливые люди, не наблюдая часов, якутские композиторы творят и не записывают очень часто, что же они натворили, что они сочинили. Поэтому получить полный исчерпывающий список непросто оказалось. Он не у всех есть. Приходится так из разных источников. Что-то может быть упущено в моей фотографии. Так вот, и так практически нет крупных жанров. Даже когда жанр одночасный, крупный формат встречается тоже нечасто. Это пьеса, длящаяся минута, 2, 3, 5-минутная пьеса, это уже событие, ну, вроде тех, что мы слышали в вчерашнем концерте. Итак, малый формат. К сожалению, нет жанра ронда, и почему-то нет жанра вариации. Почему я являюсь вариацией? Потому что жанр рапсодии вариации – это тот жанр, который позволяет композитору использовать сложную, богатую, многообразную форму с внедрением тематизма ярко-национального и народно окрашенного. Казалось бы, карты в руки. Нет, здесь русский опыт не был использован в отношении, хорошо или плохо, судить уже историей. Но вместе с тем, надо отметить, что особенно в последние годы в якутской музыке клаверной возникает нежный сильный интерес к полифоническим жанрам. И это может стать предметом особой, пусть маленькой, но гордости якутской музыки. Почему? Глинка, за плечами которого была полувековая история, начиная от Березовского-Бортнянского, мечтал о соединении законным браком западной полифонии, фуги с русской мелодикой.
Он только поступил к этой работе, по сути, довел до конца так Танеев спустя 100 лет. Якутская музыка прошла этот этап за фантастически короткий срок. Вот Григорян пишет в конце 50-х годов фугу на якутскую тему, 57-й год, по-моему. И вот уже менее спустя, чем полувека, якутские композиторы спустя лет 40 пишут яркую, интересную, оригинальную клаверную музыку, полифоническую музыку. Причем есть и фуги, и каноны, и инвенции. И вообще тенденция полифонизации музыкального языка характерна с последних десятилетий в якутской клаверной музыке. Даже в произведениях не обозначены как фуга, канон или инвенция. Это тем более поражает, что всего лишь полвека, 60 лет назад, мышление целого народа Саха было исключительно монодийным, оно начало даже гомофоно-гармоническим. И вот такой взлет, прорыв к сложнейшим жанрам и формам. Что еще любопытно, что не просто появляется произведение, но что якутские композиторы сумели внедрить, повторяю, в эти жанры и формы буквально якутский, ярко национально окрашенный тематизм, самобытный тематизм. Так, теперь переходим к формам. Учитывая, что любимый формат якутских композиторов формат, сказать, малый, то соответственные формы. И вообще цикличность – нетипичная черта якутской музыки. Сразу отмечу, что это практически полный отказ от традиционных циклов. Соната симфонического цикла, ну, не сонатного цикла, от вариационного цикла. Преобладают одночасные формы. В них периоды, простые формы, и изредка в больших произведениях концертов возникают формы сложные, контрастно, составные, смешанные или свободные. Говоря иначе, вот Зоя Иннокентьевна подчеркнула о действительно яркой технике и мотивной разработке, мастерском использовании этой формы музыки симфонической, там это есть. В клаверную музыку не переносится, возникает некая стена. Там мы творим одно, и вот так, здесь творим другое и по-другому. И накопленный опыт, мастерство в этот жанр почему-то переносится неохотно, с трудом. Так вот, формы. Практически в настоящем смысле слова отсутствует сонатная форма. Ронда. И вот в других жанрах композиторы проявляют мастерство в вариационной форме, вообще в искусстве варьирования. Здесь оно не наблюдается. Сознательное или бессознательное сужение. Я думаю, что бессознательное, потому что отказ от этих форм порожден теми образами, я скажу о них позднее, которые стали типичны для якутской клаверной музыки. Говоря иначе, якутская соната еще не родилась в настоящем смысле слова, еще не пришло ее время. Как там, якутская ронда, якутская великая вариация. Эти формы, о которых я говорил, которые упомянул, предполагают чаще всего экспозиционность, показ, не развитие. Учитывая, что преобладают формы малые, простые, это предполагает отказ от контрастов образно-эмоциональных и вообще однообразность, некую одномерность воплощения окружающего мира. Вот почему для форм якутской клаверной музыки преобладает статическое, господствует, преобладает над динамическим, состоянием над процессом, сопоставление над конфликтностью. В принципе, якутская клаверная музыка не конфликтна. Сложность, неодномерность, неоднозначность окружающего мира там отражения практически не находит. Развитие, если возникает, то медленно, неторопливо, это эпическое, без коренного преображения, без трансформации. Эволюционность преобладает над революционностью. Так, редко противоборство и чаще сосуществование. В этом смысле якутская музыка, опять же, вольно или вольно, оказалась в целом близка восточной старой традиции, где господствует культ созерцания, не движение, не события, но нахождение в одном состоянии. Так, теперь, программные пьесы, маленькие пьесы, которые пишут якутские композиторы, а их много, как правило, объединяют в циклы. Цикл – это особо любовь, симпатия якутских композиторов. Циклы программные. Но и программность тоже особого рода, не то чтобы она нова, но она типична. Программность картинная. Сюжетная, обобщенная или поставлена крайне редки, особенно обобщенная. Это требует, повторить, действительно обобщения. Его нет в клаверной музыке практически. Картинность. Что это? Картина природы, повседневной жизни, быта. Итак, картинность. И какие же картины возникают? Любопытно, что и природа в якутской клаверной музыке тоже своеобразная. Это природа не всей Якутии. Это природа Якутии равнинной, лесной. Там нет горной Якутии, восточной. Там нет северной Якутии тундровой. Иногда там мелькнет одинокий каюр в какой-нибудь якутской пьесе. Это природа лесная, природа, где живут саха в основном. Это природа, в которой отсутствует вода и море особенно, хотя Якутия граничит с океаном. Так вот, вчера звучала редкая пьеса, Захара Степанова, где был плеск бурных морских волн. Я поражался, но чуть ли не пение в этой области. Якутия – страна озер и рек, великих, огромных, миллионов,
сотни тысяч озер. Так вот, нет озерной Якутии в якутской музыке. У финнов она есть, у нас ее, к сожалению, нет. Кроме того, в пейзажных программных пьесах якутских композиторов нет городской Якутии. Это Якутия деревенская, кантри, так сказать. Жизнь аласов, быт вот этих маленьких городков, поселков, но небольших. Урбанизма нет. Я говорю об образности. Так, теперь. Итак, программность. Как ни странно, при этой программности практически отсутствует интерес к литературе. Неважно, якутской или русской, или мировой классической. То есть нет попыток напитать свою музыку теми истоками, которыми напитал когда-то Шуман, Берлиоз, Лист и другие композиторы. Возможно, это дело будущее. Возможно, связано с особенностями становления композиторов как личностей. Теперь о письме. Не скрою, лично долгое время казалось, что письмо клавирной музыки якутских композиторов достаточно простое, несовременное, традиционное, старомодное, консервативное. Когда я познакомился поближе и не просто послушал, а проиграл все это, я изменил свою точку зрения. Я рад, что оказался неправ. Якутская музыка формировалась, повторяю, по сути, в 50-е годы, когда уже много было создано и открыто, хотя не все еще в нашей стране разрешено. И поэтому она избежала искушения романтизма, как начального, так и позднего. Что отсюда? Для письма якутских клавирных произведений характерны, так сказать, приемы, выработанные неоклассицизмом и конструктивизмом. Простота, ясность, достаточная прозрачность письма. Сложность присутствует нечасто, она есть, но сложность никогда не делается виртуозной. То есть вот такая листовская, рахманинская пышность, виртуозность, она в принципе отсутствует. Есть сложные вещи, виртуозных нет, которые вызывают ощущение виртуозности. Дальше. Какой-то один стиль по отношению к якутской музыке назвать трудно, поскольку якутские композиторы, опять же, вольно или невольно усвоили своеобразный мировой мейнстрим, который сложился после Второй войны, элемент из разных стилей. Вместе с тем, вот время повального увлечения модным, тем, что стало доступным, разрешено в 70-е годы авангардом, техникой сюрреализма, к примеру, сонорной аллиаторикой, тоже миновало, хорошо это или плохо, не было перегиба в крайности. То есть так разумно, здорово, спокойно, рационально берут элементы из разных стилей, например, 20 века и их используют. Надо отметить, что в 80-е годы и в 90-е наблюдается тенденция к обогащению письма, и проявляется это в использовании приемов аллиаторики и сонорики. Пусть редко и безобидно, но это, конечно, обогащает музыку. И вообще надо признать, что больше выдумки фантазии по части письма, технологии, опять же, якутские композиторы проявляют симфонической, а не клавирной музыки. Мне за нее жаль. Дальше. Теперь. Еще одна черта письма якутских композиторов клавирной музыки с 80-х годов. Это отказ от цитирования. Слава Богу, в клавирной музыке научились не цитировать. Говорить своим языком, стилизуя уже жанр. Другие черты. Линейность, стремление к утолщенным линиям. Если это контрапункт, полифония, то проведение, так сказать, ленточным голосоведением. Обилие остената. Причем не только ритмических, остената гармонических, остената мотивных. Такое мощное нагнетание. Тут вспоминается и Бородин, и Прокофьев, и Барток. И еще вот почему. Потому что вообще трактовка фортепиано в якутской клавирной музыке, так сказать, бартоковско-прокофьевская. Фортепиано, ударный инструмент. Кантилена редкий гость. Чаще, это позволяет обратиться к звучанию, например, бубна, инструмента традиционного национального. Так вот, такая трактовка. Теперь переходим к самому, пожалуй, важному. Это о чем эта музыка? Какие образы, какие чувства, состояния, мысли отражает она? Какое мироощущение народа? Что можно отметить здесь? Прежде всего, господствует образность эпическая, трактуемая и как повествовательная, и как образы древности, старины, седой, архаические, и как образы аланхо, эпоса, что совершенно естественно. Особенно образы повествовательные, что тоже естественно народу, который здоровость говорит капсебар, пообщаться, поговорить, рассказать. Вот почему так много в якутской клавирной музыке этой повествовательности. Она эпична, по сути своей. Что дальше?
Да, образы природы, которых упоминал, жанрово-бытовые образы. Как ни странно, в общем-то, немного скирцозности, немного шутливости. Музыка достаточно серьезная. Лирика. Лирика тоже специфическая. Лирика, как правило, светлая и, как правило, сдержанная, что действительно отражает северный темперамент. Какой она была, например, у балакиревцев, у петербуржцев. Вот. Иногда она бывает элегически печальной, редко мрачной. Но когда она бывает мрачной? Когда речь заходит об образах эпоса старины. Вот тогда возникает мрак, этакий экспрессионизм и в средствах, и, значит, в степени выражения. Немного, в отличие от балетов и опер, немного фантастики и сказочности. И практически отсутствует что? Героика, драматизм, трагедийность. В якутской клаверной музыке господствует бесконфликтность. Она непротиворечива. Так вот, все взаимосвязано, все гармонично. И вот это, пожалуй, и, мне кажется, является поводом, основанием для того, чтобы предположить, что якутская клаверная музыка в большой степени выражает национальное мироощущение не вообще всех живущих в нашей стране, а именно народа Саха. Вчера одна уважаемая коллега, не помню имя, отчество, помню фамилию Павлова, очень уместно сказала о аполлоническом и дионисийском начале вообще в искусстве, в том числе и музыкальном. Так вот, в якутской музыке присутствует это самое аполлоническое начало, приятие бытия, приятие мира, который благожелателен, добр к человеку. Если возникает дионисийское начало, возникает, но лишь тогда, когда в произведениях возникают образы древности, аланхот, нижний мир, пугающий, страшный, ужасный, вот тогда. Но он торгается, он неприятен. Говоря неприятного, страшного, отталкивающего в музыке о сегодняшней жизни, о современности не возникает. Это связано с прошлым, это с вымыслом, с эпосом, с мифом. Это ее особенность. Ряд состояний, чувствований якутской клаверной музыки таким образом не воплощен. То есть картина мира, внутренний мир показан в ней достаточно частично. Она не совсем, как выражается социологи, репрезентативна. В якутской клаверной музыке нет борьбы, страданий, сомнений, побед. Там нет борьбы Бога и дьявола в душе человека. Там нет внутреннего конфликта, не только внешнего. Возможно, это тоже дело будущего. Господствует эстетический позитивизм, так можно бы сказать. Так вот, возможно, что такой облик, такое лицо якутской клаверной музыки – это не случайное совпадение вкусов, желаний, настроений и жизненного опыта автора. Это объективное отражение национального мироощущения. Ощущение народа, к счастью, не имевшего драматической или трагической истории. И поэтому смотрящий на мир спокойно, уверенно, доброжелательно и на мир, и на людей вокруг себя. Спасибо за внимание. Закончил. Так, спасибо, Борис Николаевич. Пожалуйста, вопрос к Борису Николаевичу. Борис Николаевич, у меня вот такой вопрос. Да, вот, ну, может быть, я не совсем понял. Так, мне показалось, что вот развитие профессиональной музыки вот очень ускорено, да, вот, скажем, в нашей Якутии, так. Есть какие-нибудь издержки вот такого ускоренного развития всей профессиональной музыки? Могут Думаю, быть да. издержки? Думаю, есть. Я полагаю, не в том же, в чем были издержки ускоренного развития в свое время русской музыки лет 200-250 назад, а в том, что не был дан должный, нужный срок для такого полноценного, качественного, глубокого прохождения, постижения тех этапов, что прошла мировая музыка. Ведь мы совершили исторический скачок в культуре вообще музыкальной в частности, вот, и нам придется потом все равно кое-что доосваивать. Возможно, это осмысливать то, что, так сказать, уже... Да, вы совершенно правы. Спасибо. Так, пожалуйста, вопрос, пожалуйста. Да. Но не отметили то, что мы создавали эти небольшие пьесы по просьбе наших больших педагогов. 127 музыкальных школ в Якутии. Фортепианной музыки нет. А и вот детям нужно показывать. Большие сонаты играть. Ясно, да? И отсюда появляется наш Ганна Григоряна. Маленьким якутским музыкантом. Помню, играл, да. Хорошая музыка. А еще что-то появлялось. Хорошее или нет? Хороший, бесспорно. Хорошее надо было назвать. Почему? Потому что вот как раз время и условия нашей жизни, они вот так вот потребность бывает.
именно миниатюра. Миниатюра, ну, уровень училища, так сказать, конечно, здесь у нас исполнители очень хорошие, ну, композиции для них делают, и некоторые даже отмечено то, что они, так сказать, весьма хорошо вписываются в музыкальные регионы. Вот, но есть и другие произведения, которые можно назвать. Слишком много было примесей, я бы называл их, Николай Сергеевич. У меня они есть все, они записаны. Нет, что мы сделали, а то, что мы не сделали, как это, об этом говорить. Ага. Спасибо за Спасибо. дополнение. Так, еще вопрос. Спасибо. Ага. Еще вопросы? Так, вопросов нет. Спасибо большое. Так, значит, третье выступление, значит, Чаян Кимовна Скрыбыкина. Правильно я, да? Так, теория тональных индексов в фортепианном цикле «Краски севера». Захара Степанова, пожалуйста. Мое выступление будет посвящено совершенно конкретному произведению. Это «Краски севера», это совершенно новый цикл Захара Константиновича Степанова, нашего первого якутского композитора, который был написан буквально, вот оно совершенно горячее, свежее. Только весной 2002 года были, так сказать, был сверстан текст. Я хочу поздравить, во-первых, хочу сказать, что я, в основном, так сказать, свое выступление посвящаю, конечно, педагогам, да, детских музыкальных школ, которые сегодня здесь вот сидят, присутствуют, и, так сказать, людям уже скорее такого музыкального плана, да, скорее. Спасибо. Так. И хочу свое выступление начать с того, что вот Борис Николаевич говорил, что мало мелодизма в нашей музыке. Я хочу обрадовать, что в этом цикле есть как минимум 10 прекрасных мелодий, и с одной из них я хочу начать. Юкагирских девочек, о котором мы поговорим чуть попозже. А сейчас я на сцену хотела пригласить автора цикла Захара Константиновича Степанова. Пожалуйста. Вот сюда. Вот сюда. Идите сюда. Относительно идеи произведения, конечно, первое, что как бы возникает, так сказать, в творческом каком-то, да, вот, ощущении, вдохновении композитора — это идея. И поэтому, чтобы не говорить абстрактно, я решила спросить об этой идее самого автора, как же она у него возникает. Поэтому, значит, у меня такой первый вопрос. Значит, вот «Краски севера» — совершенно новый фортепианный цикл. Этот цикл посвящен для детей, студентов, для молодых и уже, так сказать, маститых пианистов. Есть и виртуозные, и менее такие очень простые, очень жанровые, приятные пьесы. И поэтому такой первый вопрос. Значит, как появилась вот идея создания вот этого цикла «Краски севера»? «Краска севера» — это час. Это первый том, как говорится. И продолжается. Действительно. Вот в связи музыка вот в фортепианном цикле «Краска севера» я хотел показать единство. Я много мог бы сказать, поэтому коротко, что сказать, я сейчас готовился. Хотел показать единство мира, его красоту, гармонию в жизни, в ее развитии, в развитии. Пусть это будет, например, бабушкин танец, танец юридических девочек, песни морской волны или, ну, скажем, и другие. Все это частицы жизни создают единство мира природы. Это красота движения жизни, ее развитие завораживает, вдохновляет
и не перестаю удивляться многообразию цветов окружающего мира. Поэтому я назвал свой цикл «Краска севера», то есть «Жизнь севера». Этот, я еще раз повторяю, это первая картина. Это сегодня будет сказано. Еще продолжается. Очень много циклов будет. Мелос каких народов используется вот в этом цикле, кроме якутского? Да, есть здесь якутского. Ну, вообще цикл природы. Природа да. Это мы, частицы природы. Если, скажем, какая природа, горы, сейчас сегодня сказал озеро или так далее, а морскую, например, Тиксию, посмотрите, какая есть волна. Есть югогирские мотивы, да? Да, конечно, югогирские и в основном эвенские, и природа. Да. Кому вы посвятили вот этот цикл? Как вот, кому он предназначался, кто исполняет? Уже были ли исполнители? Это исполнители вот, учащимся в основном учащиеся. Там и показ, технический показ, и показ какой-то тематический мир войти. Вот. Ясно, спасибо большое. Сейчас прошу так, спасибо, Дарья. Я, конечно, строила, наверное, свое выступление несколько иначе, но оно у меня с утра так вот, я послушала, оказывается, у нас музыкально-философские чтения, поэтому, значит, если говорить о тональности, да, сегодня, наверное, будем говорить о тональности вот как о категории уже философской. Тональность как философское понятие, потому что именно тональность, ну вот для философов, может быть, которые не особо, так сказать, может быть, так сказать, четко воспринимают это понятие, да, можно вспомнить, что именно тональность во многом решает краску, содержание, образность произведения, да, вот, ну, среди музыкантов существует такое понятие, как белая тональность, это до-мажор, светлая, белая тональность, до-мажор. Самая трагическая тональность си-минор, Бах, место си-минор, да. Тональность любви – это ре-бемоль-мажор, Чайковский. Да? То есть вот есть определенные какие-то вот даже цвета, понятие есть цветной тональности и так далее. Да? Но как бы развитие теории на этом не останавливается, и возникают все новые и новые понятия, более тонкие, более такие, так сказать, которые более точнее, четче отражают состояние тональности в каждом произведении. То есть вы, может быть, мы даже не задумываемся, что, так сказать, например, что, вот, например, ну, пьеса написана в ля-мажоре. Да? Но ля-мажор, например, у Бетховена и ля-мажор у Берестова – это совершенно разный ля-мажор. Да? Теоретики над этим задумались, очень плотно задумались, и возникла теория тональных индексов. Ну вот как у человека есть почтовый индекс, да, то есть есть какое-то вот место, куда можно отправить, как бы, да, вот в хорошем смысле. Да. Есть также и тональные индексы, то есть индекс – это как бы состояние тональности. Оно тоже имеет как бы 4 категории, тоже вот как наш индекс 6 цифр, тут 4 цифры. Первая цифра, значит, это центр, да, просто, значит, я коротко пишу центр. Дальше второе понятие – тоника. Дальше третье – сонантность. И четвертое – функциональность. Сейчас я объясню, почему, так сказать, именно вот эти 4. Ну, дело в том, что еще была 5-я категория звукоряд, но ее пока, так сказать, убрали. Вот. Значит, эта теория возникла, так сказать, как ни странно, тоже у армянских музыковедов. Вот. Но более, так сказать, научное такое понимание и точную расшифровку она получила в теории Холопова Юрия Николаевича, с которой, вот, может быть, многие, конечно, здесь знакомы, просто, то есть знакомы с ней. Я хочу, так сказать, ее повторить и уточнить. Значит, что такое центр? Центр – это как бы центральный элемент всего произведения. То есть это как бы центр – это идея тоники, что вот есть вот как бы какое-то что-то центральное, какой-то стержень. То есть это, можно сказать, как бы центр – это идея ощущения тоники. Идея ощущения тоники. То есть вот звучит произведение, и есть как бы понимание, что вот где-то там, значит, есть тоника. То есть это не сама тоника, это ощущение тоники. Тоника – это материальное воплощение вот этой идеи. Тоника – это, собственно, первая ступень лада. То есть она либо есть, либо ее нет. Так.
Дальше, сонантность. Это как бы разрешение либо неразрешение диссонансов. То есть вот сонантность имеется в виду, диссонанс – это острые звучания, да, которые либо имеют свое разрешение, либо не имеют свое разрешение. И функциональность – это тяготение. То есть есть ли тяготение в произведении, что вот именно вот эта гармония тянется вот в тонику и так далее. Да? Вот, значит, вот эти вот как бы 4 категории я, значит, распределила на весь цикл. Всего, значит, в цикле, как вы видите, уже 10 произведений, да, 10 пьес. Но прежде, так сказать, по самой теории я бы хотела, я сделала еще одну таблицу. Я так человек мыслящий визуально, я не могу. Можно вас? Чуть повыше, чуть повыше. Вот это вот теория Холопова. Теория Холопова. Можно, значит, в библиотеке еще где-то более детально ознакомиться. Холопов, гармония, лингвистический курс. Просто, чтобы было, так сказать, более видно, да, реально, значит, он предлагает как бы 10 индексов тональных. 10 состояний тональности. Первое, это всем знакомая функциональная тональность. Вот, обычная, да, например, пример это Бах, хорошо тренированный клавир, прелюдия номер 1. Ну, все ее знают. Да? То есть в ней функциональная тональность. Здесь ярко выраженные идеи центра. Тоника присутствует, плюс. Да? Диссонансы разрешаются. Функции, то есть доминанта в тонику тяготеют. То есть все плюсы – это функциональная тональность. Функциональная тональность, в свою очередь, бывает еще 3 видов. Значит, это строгая Бах и, так сказать, более свободного типа, у Скрябина, поэма экстаза. Тоже все это присутствует, но уже как бы на другом уровне. Следующий вид тональности – это рыхлая тональность. То есть, здесь, значит, Мусорские, Богатырские ворота, знаете, да, все картинки с выставки. Я пыталась тут максимально, так сказать, фортепиано играть, потому что пианисты у меня. Мусорские, Богатырские ворота, центр есть, тоника есть, диссонансы разрешаются, функции не так реально тяготеют. Но это, конечно, уже связано с монодическим, да, вот с таким, с монодийным, с модальностью. То есть функции не так тяготеют, это называем рыхлая тональность. Дальше диссонантная тональность. Скрябин, Прометей, центр есть, тоника есть, диссонансы не разрешаются, функции тяготеют. Парящая, ну, я, наверное, буду просто называть уже произведение, да, значит, парящая тональность это Бородин, мужайся, княгиня, и заканчивается на доминанте. То есть тоника реально не появляется. Это парящая тональность. Дальше инверсионная тональность, Мусоргский, Сиротка, романс. Дальше переменная тональность, марш Черномора, известное тоже произведение. Колеблющаяся тональность, Римский-Корсаков, это песня Веденецкого гостя, город каменный. Значит, здесь уже несколько центров, ощущение как бы смены центров идет. Тоника есть, появляется, диссонансы разрешаются, функции не так тяготеют, потому что очень много центров. Дальше, многозначная тональность, Чайковский, май. То есть, вот, ну, май все знаете, да, пианисты, значит, там либо соль мажор, либо ре мажор, то есть две тональности как бы соперничают, они равны в своей как бы вот. И тоже все есть, значит, тоже тут вот функциональная проблема только. Снятая тональность, Лист, Фауст, вступление там все, когда идет увеличенными трезвучиями, непонятно, в какой тональности находится. То есть центр не определен, тоника как таковая отсутствует, просто первая ступень, диссонансы не разрешаются, вот эти увеличенные трезвучия друг друга перетекают, и функциональности, естественно, тоже как бы нет, то есть она как бы снята тональность. И последнее, это политональность, Мусоргский, 2 еврея. То есть это, как Холопов очень ярко пишет, это как бы парадоксальным образом существует 2 тональности. Один голос своей тональности, второй голос своей тональности. 2 центра нереальных, 2 тоники, все разрешается, но они просто вдвоем. Они просто вдвоем. Вот это как бы типичная теория. Значит, там это 383, что ли, страница у Холопова. Холопов, гармония, теоретический курс. То есть там можно все это более подробно прочитать. Спасибо. Вот туда вот надо я. Так. И сейчас, так сказать, я вот эту теорию, значит, вот, применю вот сюда. Это, значит, 10 пьес, как вы видите, да, значит, они у меня написаны разным цветом, да, разным цветом. У меня тут получилось тоже очень так вот, так сказать, ну, может быть, в некоторых моментах вы и мне поможете, да, потому что вот тут вот выделяется как бы по 3 пьесы у меня получилось. 3, 3, 3. «Снежная пурга», «Магия, тайный мир» и «Песня морской волны».
Вот они идут у меня одним цветом. Вот мне кажется, что в этих пьесах один тональный индекс. Вот давайте попробуем сейчас с этим делом разобраться. Да? Значит, какой тональный индекс и, так сказать, есть ли вообще здесь тональность, еще вопрос. Потому что даже по названиям видно, да, что вот «Снежная пурга» — это образы какие? Это образы стихии, да? Свободной, хаотической, такой вот как раз вот тот драматизм, может быть, в некоторых местах даже героизм, вот здесь он абсолютно присутствует, очень виртуозное, очень сложное произведение. Светлана Владимировна, вот мы сейчас его начало наиграем. «Снежная пурга», первый номер. Вот буквально самое начало, чтобы, так сказать, прочувствовались, и мы бы заполнили с вами эти клеточки. Ну, попробуем, да? Разрешение, поэтому пока, так сказать, не доведешь, оно как бы и не считается. И вот где-то у меня был фломастер. Вот здесь. Так, давайте посмотрим, что тут у нас, как на ваши ощущения, что у нас происходит. Потому что мы слышали. Вот мы даже со Светланой Владимировной его вдвоем играем, потому что, хотя это сольное произведение, надо сказать, что здесь 4 дуэта и 6 сольных номеров. Это, в принципе, первый номер, он сольный, но очень технически сложный, поэтому вы нас извините, так сказать, мы не нашли исполнителя, поэтому так, таким образом исполнили. Значит, как вы думаете, есть ли тут понятие центра как бы? Ну, это я из-за того, что в конце сыграла, на самом деле его нету там. Он появляется, ощущение как бы, ну, как вам кажется, как бы есть оно, да? Ну, вот я не знаю, вот в этом плане, как бы оно, ну, ладно, пусть вот так вот. Так. Насчет тоники. Что? Ну, нету ее. Диссонансы не разрешаются, функционального тяготения нет. И, в принципе, здесь вот я, как человек уже, так сказать, более познакомленный с этим произведением, я бы тут тоже очень сильно поспорила, потому что тоника как таковая, как материальная, вот, кстати, надо сказать, что все каденции, всех 10 произведений, у него очень совершенные, классические, буквально доминант, септаккорд и тоника. Но это выясняется на последних 1,5 тактах произведения. На протяжении всего произведения вот это вот постоянное такое движение, фактически вот этого ощущения фактически нет. Поэтому я вот так вот сейчас вот мы сыграли из того, что тоника есть. На самом деле там звучит уменьшенный септаккорд, который перетекает, там даже вот этот до мажор, он с квартом идет там. Кстати, очень интересные аккордовые созвучия. То есть в этом плане, да, вот это произведение можно даже назвать фактически это атональное произведение, потому что то есть тут вот даже говорить о состоянии тональности довольно сложно. Ну, это чисто может быть мое какое-то, да, убеждение, это вообще первая попытка, так сказать, попытаться разобраться в этом. Дальше, вот точно такого же плана, следующее, вот такого же цвета, да, значит, магия, тайный мир. Тоже образы, так сказать, связанные тоже с силами природы, с мистикой, да, то есть какие-то и реальные, и реалистические образы. Тут вот если самое начало наиграть, так, магия, тайный мир. Так. Это дуэт. Это номер 7, магия, тайный мир. Тоже очень сложно, да? Хотя, конечно, ощущение центра тут налицо. Тоника как таковая тоже, тут она местами, но она опорной постоянной нет. Диссонансы тоже очень проблемно, то есть иногда разрешается, иногда нет.
Функциональность тоже довольно такая вот, как бы, да, тоже очень близко вот, да, вот если тем более, мы играем сейчас, потому что мы второй день, вот как бы Светлана Владимировна видит это произведение, да, так сказать, вот, я его сколько не смотрела, я его не могу сыграть, потому что оно очень сложное, оно очень, вот, и на самом деле, вот если это будет звучать вот так вот, как оно должно звучать, да, то есть в быстром таком очень виртуозном таком плане, тоже фактически основная музыкальная ткань тоже у нас вызовет ощущение атональности. Тут, конечно, возможно, на меня уже осуждающие смотрят музыковеды. Значит, если что, вот это как бы мое личное мнение. Так. И третья песня «Морской волны», то, что вот мы вчера слышали, и фрагмент сегодня мы тоже услышим. Значит, здесь вот тоже, значит, связано со стихийными образами. Да? То есть это свобода, хаос, такой вот и реальные как бы образы такие, да, тоже очень много, так сказать, скорее вот это даже близко к импрессионизму, к импрессионистскому такому письму, очень свободному, такому вариационному, да. Здесь вот вчера, к сожалению, не особо так вот прозвучала тема. Тема здесь есть, она очень интересная. Сейчас я ее наиграю. Дадим фрагмент, мы все-таки попробуем. Может быть, вчера кто-то не был, да? И я сейчас просто сыграю тему. Очень яркая, да, ну ее просто очень сложно тоже это произведение исполнять, такого виртуозного плана. Я хочу Мичила попросить, да, наиграть начало, чтобы вы вспомнили материал, может быть, кто-то не был вчера на концерте. Основной материал, вот он построен на уменьшенных таких увеличенно-квартовых, тритоновых интонациях. Это песня «Морской волны». Если играет уже академически, вот тут ну, понятно, да? Центром проблема, тоника сонанты, все. Это в чистом может быть, ну тоже можно поспорить, потому что в конце, я, ну вот как и говорю, всегда есть каденция, очень четкая, доминанта тоника. Это единственное, касается только вот, наверное, чучуны, там нету каденции. Остальные 9 произведений все заканчиваются, так сказать, очень четкой каденцией, потому что много в гармонии очень решает каденция. Дальше, вот как бы вот на этом атональные у нас заканчиваются. То есть все они связаны с образами стихии, чего-то иррационального, неземного, не может быть человеческого в некоторых моментах, да? Вот как бы природы. И природа, причем здесь именно в таком очень драматическом, таком сумрачном, может быть, даже несколько плане. Потому что если приглядеться, особенно вот магия «Тайный мир», это фактически как бы продолжение линии ритуального шамана. Вот то, что ритуального танца шамана, ну, здесь вот скорее уже, наверное, ближе, вот мне и Захар говорил, что это ближе, так сказать, не якутский шаман, а юкагирский. Юкагирский шаман, так сказать, у него и ритмика другая, и мелодика другая, и, так сказать, все чуть-чуть на другом совершенно уровне идет. Вот на этом как бы вот эти заканчиваются у нас атональные. Дальше у меня 3 идет, да, вот танец снежного человека, волшебный олень и юкагирский танец. Надо сказать, что относительно жанров, вот тут, значит, сказали, что как бы вот не было новых жанров, да, в якутской фортепианной музыке. Надо сказать, что вот как бы именно жанр танца очень большое значение имеет, да, и танец вот именно не как просто танец, всемирное понятие, да, как бы, а строго узконациональное понятие, понимание танца, да, как бы понимание танца как такового. Вот в частности, вот, например, танец снежного человека. Танец снежного человека, мы, конечно, это не можем назвать полька или мазурка, как поляки, да, мы можем это сказать, вот, это конкретно танец снежного человека, по-якутски это чучуна. Чучуна совершенно, так сказать, новое
новый образ, очень интересный. Надо сказать, что из 10 пьес здесь 6 танцев. Вот даже вот это об многом говорит. Из них 4 таких бытовых, жанровых и 2 ритуального плана. Вот это один из них, это танец, так сказать, ритуального тоже плана. Значит, второй, сейчас мы тоже наиграем. Да, это дуэт. Не знаю, даже что-то скирцозное, что-то такое вот очень жанровое, очень яркий образ такой возникает, да? Крадущегося такого, тоже какого-то реального такого существа. Здесь, конечно, так, где у меня вот эта моя штучка? Так. Здесь у нас центр есть. Центр ощущается, да, очень ля минор, типичный в самом начале. Так. Тоника есть. Так. Дальше. Вот с разрешением диссонансов тут у нас, так сказать, да, и функциональность довольно, так сказать, это. Если прослушать дальше, дальше идет, пошел новый устой, да, был ля минор, потом пойдет органный пункт на ре миноре, затем смена на до и так далее. То есть постоянно как бы тоники несколько сменяются, да. Поэтому вот этот вот как бы вид вот такого С плюс, третий минус называется колеблющаяся тональность. Это по Холопову. Колеблющаяся тональность. Так, точно такого же плана волшебный олень. Волшебный олень я попрошу сыграть, да, Сережа? Сначала тоже вчера он звучал. Просто надо сказать, что процесс исполнения, потому что, к сожалению, мы не можем сегодня показать художественное исполнение всех пьес, да? На самом деле, если это выучить, если в это играться, это просто очень интересно играть, потому что материал шикарный просто. Вот, значит, волшебный олень, да? Значит, то же самое, 3 центра, очень много центров, кстати, 1, 2, 3, тут тоже 1, 2, 3 центра, тональность есть. Тут, значит, тоже, значит, если дальше особенно средние разделы, это тоже колеблющаяся тональность. Так, и вот сюда же относится юкагирский детский танец. Девочки, значит, у меня здесь играет девочка и мальчик. Начальный материал. Вот среднюю часть я вот с него начала, да, играть. А вот сейчас вот как бы начальная. Начальная тема, просто напомнить тоже.
большое, очень приятная, тоже очень нежная такая мелодика. Так. Этот вот вроде бы абсолютно функциональная тональность, да, на первый слух. Если дальше разбираться, вот то, что я играла, значит, то, что вот дети играли, это был ре мажор. Дальше пойдет сдвиг в си минор, потом идет сдвиг в до минор, произведение заканчивается в ре миноре. То есть там 4 тональных центра. Это даже больше, чем у Холопова. Так, значит, раз, два, три, 4. Тоника есть. Тонантность в серединке, значит, иногда разрешается, иногда нет. Функциональность тоже иногда разрешается. То есть тоже ближе всего, именно из-за того, что, так сказать, как бы, очень большая смена именно тональных центров, тоже ближе, так сказать, к колеблющейся тональности. Хотя, значит, тоже, значит, сразу, конечно, возникает, потому что ощущение абсолютно функциональной тональности. Дальше, вот на этом как бы 3 колеблющиеся заканчиваются. Дальше берем вот эти 3 зеленых уже: эвенский танец, весенние радости и танец юкагирских девочек. Значит, эвенский танец, очень интересная ритмика. Очень интересная ритмика. Кстати, вот из этих вот 10 номеров именно 6-й основан именно вот на эвенском фольклоре. Начало. Значит, это эвенский йохар. Начало в си-бемоль-мажоре, затем происходит переход, там есть и до минор, там есть и ля минор, тоже, так сказать, и заканчивается в другой тональности. То есть, в отличие, тоже очень похоже на колеблющийся, но в отличие от колеблющейся, эта пьеса заканчивается в другой тональности, поэтому такой тип называется переменная тональность. Переменная тональность. Значит, центров много, так, тоника есть, здесь тоже плюс-минус. То есть это ближе к переменной, функциональной, естественно, в каждом разделе тоже присутствует. Надо сказать, что вот эти вот ярлыки, которые вот иногда говорят, что вот музыковеды ставят ярлыки, нельзя распространять вот на все, как бы в произведении, да, потому что внутри каждого раздела тональность имеет тоже свое какую-то внутренность, да, внутри каждого такта тональность имеет свое состояние. Поэтому вот то, что вот как бы вот эти общие вещи, может быть, в некоторой мере спорные, это просто как бы первый опыт, вот как бы применения вот этой теории. Дальше. Весенние радости. Тоже очень приятная вещь. Она в фа-мажоре. Тоже, значит, переменная. Тоже, можно сказать, переменная. Так. И танец юкагирских девочек. То, что мы слышали. Так. Это тоже переменная тональность. И, наконец, вот только номер 3. Бабушкин танец. Это абсолютно функциональная тональность. Абсолютно функциональная. То есть тут вот все в плюсах. Абсолютно. И центр, и сейчас функциональная тональность. Третье. Кстати, вот относительно этого номера, это номер ярко-якутский, с ярко-якутской мелодикой и основано тоже вот на интонации колысаха. Но тут есть очень интересная вещь, что колысах вплетается в полифонию. Вот этого я еще не слышала, чтобы в фортепианной музыке колысах проводился в полифоническом разделе. Давайте я сначала сыграю основную тему. Бабушкин танец. Значит, вот именно в этом номере есть некоторые элементы вариационности, потому что эта тема проводится в разных, так сказать, как бы видах, в разных тональностях, и в частности она получает вот развитие, вот этот вот призвук колысаховый, в таком ярко-полифоническом переплетении голосов. Это я впервые слышу.
практически вот в полифоническом переплетении тоже очень интересная такая находка, да? И вот так вот у меня распределились вот как бы вот эти вот тональности. Получилось у нас 3 колеблющихся, 3 переменных, атональные вещи, 3, и 1 функциональная тональность. Значит, это очень, если разобраться, это очень сложные теоретические системы ладотональные. И в заключение как бы я хотела вот некоторые как бы выводы вот по этому циклу, да, сказать. Значит, что в основном вот выбор образов этого цикла, да, 10 пьес, они в основном связаны с двигательными каким-то образом. То есть либо это танцы, это 6 танцев, да, либо какие-то скерцозные моменты, вот, например, весенней радости, это фактически это скерца, либо с образами стихий. То есть это все двигательные образы, Далее, значит, именно, так сказать, выбор образа влияет и на выбор тональной системы. Да? Стихийные образы атональны, бытовые, жанровые образы имеют четкие тональные какие-то постановки, ну, может быть, с некоторыми, так сказать, своими особенностями, да, о которых мы уже сейчас можем говорить, благодаря вот этой теории, да, благодаря теории индексов. Надо сказать, что преобладает в основном, кстати, вот это для преподавателей школ, да, что в основном преобладают тональности с малым количеством знаков, то есть их легко будет учить это произведение, тут от 1 до 4 знаков, и в основном, как бы, причем минорные преобладают, но это уже, так сказать, наверное, какие-то ментальные, может быть, связаны, так сказать, с этим. Дальше, значит, если касаться ладов в этом произведении, то вот в некоторых произведениях, связанных вот именно с танцевальным жанром, Захар Константинович очень интересно использует такие ладовые системы, как пентатоника. Она есть фактически, вот сейчас вот вы слышали, да, пентатоника фактически в каждой пьесе. Кроме этого используется лидийский, миксолидийский лад, одноименный и параллельный мажоро-минор. То есть это уже какие-то чисто теоретические. Дальше, значит, звукоряд в этом тоже в цикле, да, значит, используется как от белых клавиш, то есть вот, буквально пентатоника, абсолютно, так сказать, по тонам, до 18 звуковой такой органической хроматики, то, что вот мы слышали, например, в песне «Морской волны», да. В целом, как бы вот ладовую систему вот в этом произведении можно отнести к монодийно-гармонической ладовой, да, это по систематике Бершатской, так как мышление вот именно вот такое образное, картинное, оно всегда как бы направляет какую-то определенная, есть какая-то линия, да, вот, и эта линия, она прослеживается и в фактуре, и в применении в тональности, так сказать, и в применении ладах. Потом, может быть, это как-то связано и просто с какой-то компьютерной технологией, еще с чем-то очень интересно, что от каждой цифры, от одной цифры до следующей цифры ровно 8 тактов. И вот именно в 8 тактов вот как-то укладывается вот определенная какая-то музыкальная мысль, и она очень интересные формы. То есть вот вопроса формы вот этих я, в принципе-то, не особо так касалась, но тем не менее надо сказать, что как бы элементы рондо встречаются вот в «Волшебном олене» и в «Весенних радостях». Вот в «Бабушкином танце» есть элемент вариаций. В основном, так сказать, в атональных используется свободная фантазийная форма. Большое значение очень имеет склад. Значит, склад в основном здесь используется переплетен, потому что иногда вроде бы кажется, что гомофонно идет, однако есть и явно гетерофонные такие подголосочные моменты, да, и очень большое значение имеет, конечно, полифония. То есть именно тут вот в некоторых разделах, вот в неторопливых таких медленных произведениях полифония здесь ведущий как бы тип склада, используется имитация, канон и так далее. Из аккордовой, как бы вот, из видов аккордов в основном используются трехзвучные аккорды, но трехзвучные аккорды уже с дополнительными тонами. Это вот, так сказать, ну как бы характерно, да, уже, наверное, для якутской музыки. Большую очень роль играет интервал секунды. То есть, если говорить о бородинских секундах, вот сейчас уже можно говорить о якутских секундах, которые вот здесь есть в каждом произведении буквально. Вот. Значит, если касаться, значит, вопроса об оригинальности мелодии, надо сказать, что темы все оригинальные, они принадлежат Захару Константиновичу. И в этом плане вот как бы этап цитатности уже нами давно пройден. И можно сказать, что вот как бы сейчас уже идет этап переинтонирования якутского фольклора, ну сейчас не только якутского, да, уже переинтонирование, перепевание уже эвенского и юкагирского. Надо сказать, что вот
И цикл сам называется, да, «Краски севера». И вот как раз вот моя тема, как бы вот тональность, да, тональный индекс, вот мы вчера это придумали с Захаром Константиновичем, нам очень понравилось, что тональность тоже является краской. То есть это фактически та краска, при помощи которой создается вот это музыкальное произведение. Вот у меня на этом все. Спасибо. Так, большое спасибо.